Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем цикл наших телевизионных передач «Уроки космофилософии» или «Познай самого себя» с социальным мастером Муратом Мусабаевым. Также сегодня у нас в гостях Михаил Стародубов, это соратник, сподвижник Мурата и эксперт по работам. Здравствуйте, уважаемые господа! Здравствуйте. Уважаемые телезрители, как вам известно, мы в этих телевизионных передачах ведем разговор о Боге, о человеке. Сегодня мы темой избрали о ковчеге Бога. И вообще, что такое ковчег, Мурат, пожалуйста. Может, я хотел, если можно, да, вот Миша по дороге мне вопрос один задал, у него поговорил с соседом, ну как в быту бывает, да, и такой взаимоисключающий ответ, я хотел бы сразу это противоречие устранить, а вот ты озвучи его, Миша, этот вопрос. Ну, вопрос возник как бы следующий, получается, что по результатам передачи, когда говорилось о том, что в Коране указано, что и Библия, и Тора, как бы возник такой вопрос, что в Коране есть прямое указание, что не берите себе в друзья ни иудеев, ни христиан. То есть вот получается это как противоречие возникает в этом вопрос. В смысле, в предыдущих передачах мы приводили аяты Корана, где говорится, что за основу нужно брать и Тору, и Евангелие. Имейте в виду это. Да, в этом вопрос. Да, ну, пожалуйста, тогда озвучите этот вот ответ. Как раз это, наверное, неудивительно. Наш ум работает в таком режиме, что то, что ему интересно, то, что укрепляет его в каких-то убеждениях, он это принимает во внимание, а то, что как бы не укрепляет, он пропускает мимо ушей. Хотя прочитает одно и то же. То есть он берет самое интересное. Ум реагирует только на поставленный перед ним интерес. И вот всегда вопрос зависит от интереса. Все правильно, да? Вот это речь идет о суре 5 трапеза, аят 51 есть такой, да? Там примерно текст так: «О вы, кто верует, себе в друзья вы не берите, и в покровители вы не берите ни иудеев, ни христиан». Они друзья один другому, да? А тот из вас, кто их берет друзья, тот сам из их числа, да. Господь поистине не станет направлять тех, кто приступает. Те, кто приступает. А до этого, и мы как раз говорили, это сура 51, но в 44 и 46 суре сказано, да, вот я здесь как раз выписал, и это мы, кто не низвели им Тору, в которой правый путь и свет. Казалось бы, книга иудеев. Дальше 46. Ему Евангелие мы не спаслали, в котором правый путь и свет. Опять же, получается, это книга христиан, а здесь как бы за христианами не следует. И далее мы говорили, сура Трапеза, аят 68, да? «Скажи, о люди книги, ничто на сей земле не станет вам опорой, пока вы твердо не последуете Торе, Евангелию и тому, что вам ниспослано сейчас от вашего владыки». Священный Коран. Вот я как раз хотел сказать о том, что я в прошлый раз говорил, может, не обратили внимания. Понятие иудаизм и иудеи – это не одно и то же. То есть иудаизм – это объективное знание, иудеи – это те, которые хотят постичь его глубины. Но можно быть всю жизнь иудеем, но не постичь иудаизм. Точно так же, когда мы говорим о христианстве и говорим о христианах, христиане, то есть это всего лишь люди, которые живут от своего «я». И вот подходя от «я», а на «я» давлеет демоническая сила эго, можно не постичь христианство. В принципе, это сейчас и происходит. Точно так же, как есть... Об исламе точно так же можно Об исламе сейчас бы, если бы, допустим, было, можно было сказать и те, кто следует там мусульманам. Почему? Потому что не все мусульмане в исламе пребывают. Как и христиане в христианстве, а иудеи в иудаизме. И тем не менее, вот вы говорите Тора и Библия. Нет, Библия это сборник книг. Закон Тора в Пятикнижии Моисея отражен. Вот поэтому это закон Тора, как бы называется. Дальше уже книги пророков, книги судей. Последней книгой признается Священный Коран. И вот это в цепи пророков, в цепи книг, вот это полное знание, которое подразумевалось как все вместе, общее, обобщенное название ислам. Но люди разделились. Поэтому здесь сказано, что те, которые называют себя иудеями, но они реально, здесь подразумевается то, что они называют себя иудеями, но не в иудаизме. Они называют себя христианами, но они не в христианстве.
Точно так же, как вот сейчас правильно сказал Темирбек Байкеш, что есть, можно называться мусульманином, но не пребывать в исламе. То есть соответствие, вот здесь соответствие, соответствуешь или нет. Поэтому здесь никакого противоречия нет. И, к сожалению, это беда. Сегодня, да это не сегодня, вот и эти бы писания не пришли, если бы люди не раскололись, не стали от своего «я» подходить, понимаете? Они не перестают оставаться «я». Поэтому человек говорит: я иудей. Да ты можешь быть иудей, ты можешь быть христианин, ты можешь быть мусульманином, то я, да? Здесь конкретно подразумевается с точки зрения «мы». А вот когда мы будем от точки зрения «мы» рассуждать? И вот поэтому здесь вот именно вот это подразумевается. Поэтому, вот, если я думаю, ответил на этот вопрос. Ну, из вашего ответа, я думаю, и нашим телезрителям тоже уже стало ясно, что очевидно, что христианство, там, иудаизм, ислам – это продукт одной цепочки, да? Да. Можно понять, что чтобы понять Коран, нужно постичь и Евангелие, и Тору. Да. Вот как раз это очень важная мысль, да? Чтобы действительно даже улемы признанные, да, они говорят, признают, что если взять сокровенную космогоническую суть Корана, то мы, говорит, его раскрыли только на 8% где-то. Ну, по-разному. Ну, то есть только самые азы постигли. То есть в нем еще есть такая глубина, которая еще не раскрыта. Но язык Корана космогонический невозможно будет понять, не поняв языка Евангелия, то есть Нового Завета. А язык Евангелия мы не поймем никогда, пока мы не поймем как раз Ветхий Завет, да? И конкретно закон Тора. И вот тогда мы должны понять, с чего надо начать. И вот любой уважающий себя, вернее, человек, называющий себя религиозным, в какой бы ни был конфессии, он не должен ни одной из этих книг не пренебрегать, чтобы в полноте постичь, в космогоническую суть именно это. А у нас все от категории «наше я», в силу того, что вот я показывал, да, вот ударили по правой щеке, вот возбуждается рациональная сфера, левое полушарие. Ну, символизировано, что ты левым глазом, левым ухом видишь, а на левом плече сидит, как говорят, ангел тьмы, да? И, соответственно, это я наше. А от нашего я идут все расхождения. Поэтому он говорит: вот, включите, здесь ангел света, то есть здесь разум подключается. И вот тогда мы начинаем в других категориях рассуждать. И вот поэтому я хотел бы, в силу того, что вы сказали про ковчег, вот я до этого немножко нарисовал здесь так, чтобы у нас все-таки логическая сфера схематично мыслит. Вот все, даже те, которые, допустим, никогда в руках Писания не держали, но они, ну, по крайней мере, слышали о ковчеге Ноя. И вот я даже как-то смотрел там передачи, да, там пытаются с космоса разглядеть, а вот он здесь приземлился, а вот здесь. Это рассуждение от я, это плоские. То есть здесь не подразумевается буквальный смысл ковчег. А если взять тогда... То есть это не материальный ковчег? Это не материальный объект, да? Сейчас вот я вот как раз хочу с этого начать, да? Если говорить о ковчеге, то идея ковчега — это в развитии, а тогда мы можем сказать о ковчеге Бога самого. Потом дальше мы можем сказать о ковчеге Адама, мы можем сказать о ковчеге Ноя, мы можем сказать о ковчеге Авраама, мы можем сказать о ковчеге Моисея. Ну, и вот сейчас я как раз бы хотел сказать, почему я написал ковчег Бога, да? Первый стих Библии начинается: «Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля же была безвидна и пуста». Это первый день, да? «И тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог, что свет хорош. И отделил он свет от тьмы. И назвал свет днем, а тьму ночью. И было утро, и был вечер, день первый». Так вот, представьте себе небо и земля. Но мы должны понять о чем. Бог возбуждает то, что мы называем дух и материя. Материя, то есть не то, что земля как сразу плотское тело земли, нет, это материя. А материя и дух — это, соответственно, духовный мир и материальный мир. Но опять же, хотя всем это известно, но чтобы через себя прочувствовать, все надо через себя, да? О чем речь идет? О том, что духовный мир — это мир чувств. А это уже знает каждый человек по себе. Да. А материальный мир — это мир мыслей.
и если более, так сказать, в физических категориях, энергия и информация. Следовательно, возникает энергоинформационное поле. Вот это энергоинформационное поле. Теперь сказано во второй день творения, да? И отделил Бог воду от воды, то есть информационное поле делится пополам. И примерно, скажем так, светлая материя и темная материя, да? Свет, день и тьма, ночь. Вот он и поставил между ними твердь, которую он назвал небом. И был вечер, и было утро, утро был вечер, день второй. Теперь третий день. А в третий день сказано, да, и взял Бог воду, которая под небом, то есть это область, видите, вода над небом, вода под небом. Свет, день и тьма, ночь. Вот свет и день. Теперь дальше, да, в одно место собрал, и собрание вод назвал это, явилась суша. А дальше собрание вод назвал морями. Вот я символически нарисовал, так вот, земля, вот только появляется тело. В четвертый день он устанавливает светило, из которых два большое светило управлять днем, а малое светило управлять ночью. И вот получается три сферы. Три сферы. Это тоже ковчег. Это тоже ковчег. Но в силу того, что мы говорим, Бог везде сущий, соответственно, он и здесь, то есть ничего не может появиться. Вся Вселенная, которая без начала и края, не имеет ни начала, ни конца, все это есть Бог, все пребывает в Боге. А здесь его происходит только что, значит? Материализация, вот именно здесь уже вещественный мир. Здесь, если здесь сказать тонкая материя, здесь уже плотная материя, грубая материя. И вот это все дух пронизывает энергией, сначала светлую материю, потом уходит вниз. И в плотной материи это вещественный мир, телесный мир. Отсюда вот начиная от стола, заканчивая тем, что мы видим все, да, в том числе тело человека, вот, воплощение. И все, что имеет телесные формы, по сути дела, это воплощение Бога. Поэтому, если взять индуизм, он говорит, кто научится видеть меня во всем, ибо то, что не имеет сознания, не может существовать. Даже вот этот стол, если бы он не имел сознания, пусть едва мерцающий, он не может материализоваться. Это вот материализованные мысли. Поскольку мы сказали, что основой материи является мысль. На самой мельчайшей субстанции является мысль. Все говорят, мысль материальна. Действительно, это мысль. А дальше уже по нарастающей мы потом уже то, что нам зримо, мы знаем, как это элементарные частицы, атомы, потом вещества, потом, значит, тела происходит все. Это уже более отслеживаемые нами даже наукой. А в основе все, как мельчайшая частица, да, это является то, что прахом названо, да, вот про материя. Значит, материальный и духовный мир. Каждый человек на Земле, он есть энергоинформационная структура, то есть дух и душа. Поэтому Ева названа матерью всех живущих, не потому, что это первая женщина, которая родила человека. Здесь физически, наше биологически, кровно-родственное понимание, оно исключается. Здесь не иначе это вообще нельзя было бы назвать священным писанием, источником. Это космогония. Но через те образы, которые мы понимаем, силу причинно-следственных связей, которые может понять наш рациональный ум. А здесь это высшее рациональное. Теперь дальше. Вот я хотел бы вот перевернуть, поэтому вот я сейчас сидел, рисовал до начала этой съемки. Да? Это мы говорим о ковчеге Бога. Но человек-то создан по образу и подобию, правильно? Соответственно, вот это отождествление. И вот мы говорим ковчег Адама, вот дух. Он его сначала как дух создал. То есть, а мы уже сказали, потому что это с детства человек слышит дух, дух, дух. Но применительно к себе он не понимает, где что. Мы говорим ему, это подсознание. Это то, что называется сферой безличного объективного подсознания. Это сверхъестественная сфера. Это естественно, а это сверхъестественно. Следовательно, это функции правого полушария головного мозга. Да? И оно названо чем? Царством Божьим, то есть царство Духа. То есть Царство Божье, оно присутствует в каждом человеке? Конечно. Поэтому же сказал, Царство Божье есть внутрь вас. Царство Божье мы должны накоплять в себе. А как вы будете накоплять? Да потому что это ваше подсознание, это правое полушарие, это и есть Царство Божье. Теперь
это мы называем Царством Небесным, потому что вот же, да, небо установлено, Царство Небесное. Это уже мир светлой материи, это самосознание, вот символическая Ева. Но она извлекается откуда, да? Мир мысли извлечен из мира чувств. Символически, она же, когда это экстраполяция самого Адама, да, проявление Адама. Вот он второй отсек, да? Это только на основе самосознания можно появиться то, что мы называем личностным аспектом, то есть личность. А это есть что? Душа. А это символики, да, если взять правое и левое полушарие, это левое полушарие головного мозга. Но оно как бы раздваивается в себе для того, чтобы воплотиться в тело, вот появиться этому телу. Оно должно само в себе раздвоиться. Вот она, третья сфера. Это названо разум, Авель, да, я его плюсом назвал. Это сила действия. И эго минус Каин. Основа нашего я. Вот если нету этого, нету я. У нас понимания я не будет. Это сила противодействия. И только вот это происходит, спускается сюда Адам, он же тоже как бы проникает, это тождество. И вот только здесь он проникает в материнское чрево, и здесь начинается плод. Поэтому в Коране как сказано, вначале мы сотворили человека, потом мы поместили его каплей. В надежно защищенном месте. Потом мы каплю обратили в сгусток, потом из сгустка сделали жеваное мясо, но вначале это сделали человека, Адама, да? Потом через вот это вот нисхождение духа в мир светлой материи, в плотной, только потом он появляется в теле. Но он-то уже существует. Вы понимаете? А по подобию Бога Адам не может быть не вечным. Он вечен. Понимаете? И в его, как бы, его сила является вот то, что Христос, почему, мы же с вами помните, сура 3, аят 59, да, что поистине Мессия Иса Адаму подобен. Он как бы экстраполирует на себя именно через отождествление. Вот суть религиозной духовной практики – это отождествление. Иисус – это тот, который сумел полностью отождествиться и проявить через себя функцию подсознания, вот эту всю глубину сферы, это непостижимо, это микромодель космоса. И разум. Поэтому как Иисус, он разум, это воскресший Авель, да, агнец закланный, а с точки зрения подсознания это сфера Христос. И вот он это попытался в свое время, когда закон Тора начали в плотских категориях понимать, вот, пожалуйста, да. Теперь дальше мы говорим, вот он воплотился, человек в тело, да, и вот уже символически Ной, да, вот ковчег Ноя мы говорим. Во-первых, вот Новый Завет, он как бы дополняет нечто, да. И вот в Новом Завете Бог, он символизируется кем? Виноградарь. Сфера Христос, да, то есть Адам, это виноградная лоза, то, что мы Христос называем. И третье, ветвь лозы и плод. А плод это вот наше тело как раз. Это опять три сферы, да. И в силу этого Бог говорит ему, да, построй ковчег. Там все соизмерено, сколько локтей длина, сколько высота, сколько ширина. Вот это отверстие сведи в локоть сверху. И опять же, да, три отсека. Три этажа, да? Да, трехэтажный, да? Да. Это символически, что в каждом, вот вы меня сейчас спросили, присутствует, да, вот каждый человек, тело это его ковчег, в котором телесное самосознание. Но оно тоже, поскольку оно отражает, да, по отождествлению, оно содержит верхний отсек, или там вот как в восточном варианте палуба, средняя палуба, вторая и третья палуба. О чем это говорит? Вот чтобы понять, что внутри нас какие-то силы существуют. Они внутренние силы существуют. Их символизируют сыновьями. Ну, как правило, сын – это мощь. И, соответственно, если ты рождаешь, то ты понимаешь эту мощь в себе, как бы она рождена уже тобой, да? А дальше ты ее воспитываешь, она растет и укрепляется в тебе. Это суть нашей духовной практики. Сначала породить, понять, что она в тебя есть, потом поднять. И вот получается, первая сила символизирована Симом, он символизирует дух в человеке. Вторая сила Иофет, это душа. И третья сила это Хам, на основе чего я возникает. А природа я эго. И вот если спросить, что такое наш ум, ведь человек в принципе, да, он полностью, вся его реальность это реальность я. А я это имя нашего ума.
И он не может превзойти. А ум, к сожалению, воплощенный в тело, он не превосходит границы. И вот он понимает границы рождения, смерти. Дальше он просто не понимает, каким образом существует. Вот для этого существует духовное знание, космогонический контекст, чтобы выйти за сферу вот этого хама и познать сущность души. Душа — это агнец закланный, это дух, сюда экстраполирует чувства, да, и разум. И она как бы обслуживает вот это я хочу. У нас это вот отсюда начинается все. Я хочу, я не хочу, мне надо, мне не надо, да. Я иудей, я христианин, я буддист, я атеист. Да? Я бы так сказал, вот по отношению, да не ты иудей, твое я иудей. Или твое я христианин. Ты еще, ты так и так есть. Ты, условно, если можно одним словом назвать, ты пребываешь в Боге. Но твое я может отвергать это, может не отвергать. Почему? Потому что оно свою истинную суть не знает. И вот если символически взять 3 сферы, да, почему он виноградарь? Вот эта виноградная лоза растет, и вот она проходит сюда, и вот здесь она создает плод. Поэтому ветвь в лозы. Вот дальше мы перейдем к такому символу, когда Исаак в землю Герара приходит к Авималику, а Авималик — это тот, с которым его отец вошел, когда он с Сарой в Египет. Авималику понравилась Сара, Авраам сказал, что это моя сестра, и Авималик забирает к себе, но ночью Бог ему говорит, что отдай жену пророку, потому что Авраам пророк, иначе умрешь и ты, и все твои домашние. А он символизирует эго. Это все символы. И Сару мы не воспринимаем как человека, потому что душа наша красива. Но в нашем обществе вообще, да в любом обществе, это библейские сказания, вот как человека мы понимаем, да? Как человека, не как символ или там, не как там вот это. Наверное, я понимаю, как я. Да, сокровенность как этих священных писаний, оно, наверное, в этом и заключается. В том, что это символы, да? Это духовный язык. Тот язык ума — это язык сердца. Тот язык мысли — это язык чувств. Понимаете? Но чувства должны же быть выражены как-то, чтобы понятно было для этого. Ну, здесь вот вы нарисовали 12 колен Израиля, да? Да. Вот и чем оно отождествляется, например, со мной или вот с Михаилом? Вот это очень важно, да? Я хотел сказать, да, вот мы пишем, это колено Израиля, да? Мы потом еще посмотрим потомство Адама, потомство Каина, да? И вот я хотел бы вам сказать, да, вот, мы с вами говорили, да, о том, что в послании к Тимофею, он говорит как раз вот здесь, да, чтобы это важно, некоторые моменты надо несколько раз повторить, чтобы в конечном итоге понять, о чем идет речь, да. Это вот в Библии послание Тимофею святого апостола Павла, да? Да, вот 1:37. Вот он говорит, да, отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. Вот. Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. То есть им в буквальном смысле вот колено того, колено этого, эти отсюда происходят, это оттуда, эти там родственники, все, на этом религия заканчивается. Потому что это начинается родословие. И вот дальше в послании святого апостола Павла к евреям он говорит как раз этим. Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас самих снова нужно учить первым началом Слова Божьего. Для вас пока нужно молоко, а не твердая пища. Так вот это все молоко, но это не твердая пища, это не язык сердца. Если мы будем понимать через я, через плоские категории. Твердая же пища, а всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды. Поэтому можно наизусть выучить это все, рассказать, но быть несведущим в слове правды. Потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Так вот, каждый из вас должен понять. Да? Во-первых, каждый понимает, что в слове колено, да, вот слово склонность, наклонность, поклонение,
корнем является колено, да? И вот наше «я», как рассудок, оно имеет 12 вот этих ступеней склонности, 12 типов склонности имеет. Они присутствуют во всех нас. То есть в каждом человеке присутствует? В каждом человеке присутствует. Если вы эти 12 не понимаете внутри себя, то вы опять еще не в религии. Вы младенец, вы молоком питаетесь и баснями занимаетесь. Вот я сейчас вот как раз хотел бы прочесть, чтобы... Это у нас книга «Бытие», глава 49, да? Вот там Иаков говорит, да, после того, как он Израилем стал, да, вот он говорит: соберитесь вокруг, и я поведаю, что станет с вами в грядущие дни. Соберитесь и слушайте, сыновья Якова, внимайте отцу своему Израилю. Вот как раз момент. Почему Яков? Яков — это символически до того момента, пока ты отождествляешься со своим «я». И понимаешь мир через «я». А наше «я» — это обманчивая вещь. Понимаете? И вот тогда, когда он познает природу «я», давлеющие силы на этого «я» эго, а это демоническая сила, тогда Бог ему дает имя Израиль. И он становится Израилем. Это 12 колен Израиля. И вот он говорит первым: Рувим, ты мой первенец, моя мощь, первый плод моей силы мужской, первый по праву, первый по силе. Непостоянный, как вода, ты больше не будешь первым, потому что ты возлег на постель своего отца и осквернил мое ложе. Так вот, о чем это говорит? Первая из энергий вот этих плотных, самая такая, это сексуальная энергия наша. И силу этой энергии возникает склонность к похоти. Это порок наш, похоть. Вот что символизирует Рувим. Поэтому он говорит: ты по праву первый, но ты больше не будешь. Ты осквернил ложе отца моего. В древности разум ставил заслон развитию это похоти. В виде того, что мы понимали под понятием стыд, совесть. Да? И все-таки через стыд, совесть мы эту сферу ограничивали. То есть уравновешивали ее. Да? Сегодня что происходит в мире? Пытаются убрать эти понятия. Свобода, самовыражение. И у нас сегодня уже трансгендеры какие-то, гей-парады. То есть, но это же путь вообще в никуда, это путь к катастрофе, понимаете? И те, кто это проповедует, как раз, вот я дальше буду говорить, вы поймете, чем опасна разнузданность вот этой силы. Бьет по голове. Дальше Симеон и Левий. Вот он им говорит. Он говорит: Симеон и Левий, братья, их мечи — орудие насилия. Да не буду я участвовать в их замыслах, да не присоединюсь к их собранию, потому что они убивали мужчин в гневе своем и подрезали жилы быкам по прихоти. Проклят их гнев, потому что свиреп и ярость их, потому что она жестока. Я разбросаю их среди потомков Якова, рассею в Израиле. Теперь дальше о чем мы говорим? Это склонность нашего «я», это склонность нашего рассудка, да? Это склонность нашего ума. То есть после, это та же, вот Фрейд прав был, да? Что это разновидность той же сексуальной энергии. Да? И выражается в чем? В гневе. Гнев – это склонность наша к гневу. А гнев, он порождает что? Насилие и жестокость. Вот поэтому он говорит: я не буду в замыслах этих участвовать. Это самые низшие энергии. Вот сексуальная энергия огонь, это тоже проявление огня. Это все проявление огня. Но дальше он меньше и меньше как бы горит. Да? Теперь Иуда. Это склонность нашего, это, во-первых, природа нашего «я», природа нашего ума. Это наша склонность к рассуждениям, да? Вот. Это природа «я». Что он говорит об Иуде, да? Чтобы вы знали, да? Вообще, иудаизм, слово иудаизм, самоназвание, да? Это понимание природы «я». Это же величайшее мировое вероучение. Если человек поймет природу своего «я», природу эго, влияющего на него демонической силы, все, он дальше мог больше ничего не знать.
Все остальное не нужно, вот это важно понять. И поэтому не было бы ни христианства, ни ислама не было бы, да, если бы все понимали правильно. Но как, мы ушли в басни о родословиях, а сокровенную суть потеряли, о чем таком вообще идет речь. То есть, если Писание не рассказывает человеку о человеке, о нем самом, а рассказывает там где-то, там исторические, географические категории, этнические, там культурологические, какие угодно, то тогда он просто мимо прошел религиозного знания. И вот это как раз проблема человеческого я. Я иудей, я там, вот мне в рифму хочется сказать, какой-то иудей. Я иудей, да, но я и христианин, и мусульманин, и буддист одновременно. Теперь он говорит: Иуда, братья твои восхвалят тебя. Рука твоя будет на шее твоих врагов. Сыновья твои, твоего отца будут кланяться тебе. Ты молодой лев, Иуда, ты возвращаешься с добычей, сын мой. Когда как лев припадаешь к земле и ложишься, как львица, кто осмелится тебя потревожить? Скипетр не покинет Иуду. И потомки его всегда будут держать жезл правителей, пока не придет тот, кому он принадлежит. Тот, кому покорятся все народы, он привяжет своего осла к виноградной лозе. А кто у нас лозу символизирует? Христос, да, Иисус. Своего осленка, как лучше виноградные ветви. Это разум. Разум и подсознание. То есть сфера сознания. Пока вы не прозреете сферу того, о чем мы говорили, дух и материю, да, разум и подсознание, вот до тех пор у вас будет я управлять. И поэтому он говорит, жезл не покинет Иуду. А все остальные склонности будут кланяться, да. То есть все подчинено я. Но вы еще должны заметить, что когда в нас возбуждаются самые низшие вот эти энергии, материальные, да, наше я даже теряет власть. То есть когда человек вожделеет, похоть, он даже теряет, вот, как бы, как говорят, безумие. Да, это как раз сфера уже безумия. Здесь хотя бы он ум символизирует, здесь возврат к своему я. Поэтому, когда человек пребывает в каких-то страстях сексуальных, он в этот момент как бы не контролирует я, он бессилен, а потом он уже опомнится и вернется к я. Когда он гневается, почему говорят, вот в гневе совершил то? Юпитер, ты не прав, потому что ты гневаешься. То есть гнев это самое отрицательное. Соответственно, насилие и жестокость. И вот даже когда говорят об психологии толпы, почему толпа попадает вот какой-то вот она попадает вот в эту сферу энергии. Это опущение происходит. Он просто опустился на последнюю. И тут как раз в толпе анонимность. То есть каждый перестает быть я. И вот это коллективное начинает бушевать, ломают, жгут, их остановить невозможно, потому что они безумны в этот момент. Поэтому они проявляют насилие и жестокость, гнев проявляют. А это все вот одного рода энергии. Теперь дальше. Дальше Завулон. Вот. Завулон будет жить у морского побережья и будет гаванью для кораблей. Его границы протянутся до Сидона. Это тоже символ. Вот что такое впечатление? Наша склонность к впечатлениям и их смене. Впечатления к нам приходят как волны. Пришли, ушли. И вот мы идем, и волна приходит, уходит, и мы получаем впечатление. И это наша такая, практически вся наша жизнь получение впечатлений. Да? И вот это я желает получать впечатления. Имеет склонность наша, да, и вот мы вот эти впечатления получаем. Почему символизировано гаванью, да, он будет жить в Приморье, а потому что вот раньше, ну как корабль пришел, новости пришли, да, вот первые приморские города узнают что-то, дальше на континент распространяют. Вот это символика. Мы должны через ассоциативное мышление приходить. Теперь Иссахар. Сказано, да, Иссахар крепкий осел, лежащий между двумя седельными вьюками. Увидев, как хорошо его место отдыха и как приятна его земля, он пригнет свои плечи под бремя и покорится подневольному труду. Вот это наша житейская суета. Вот это вся наша мирская житейская суета, к которой наш ум, превращаясь в осла, привязывается. И вот нагрузил всю жизнь туда-сюда, купить, продать, построить, депутатом стать и так дальше. Дальше. Дан будет судить свой народ, как один из родов Израиля. Дан будет змеем у дорожной обочины, гадюкой на тропе, которая кусает коня за ногу, так что всадник его падает навзничь. О вечный, у тебя я ищу избавление, да? Вот это наше, начинаем на лавочке судить, критиковать.
вот всегда там плохо, у тех вера не так, те одеты не так, это платок не одел. И вот это наше, даже условно с гостей вышли, потом обсуждают, вот нас там встречали так не так, устукан не такой положили, не уважили так, не станцевали, не спели. И вот это наша гадкая, как гадюка на тропе, нам надо друг друга клевать, понимаете? Вот эта проблема, это как раз склонность нашего «я», вот природы нашего «я», склонность рассудка. Теперь гад. Вот сказано гад. Гада будут грабить. Но он будет грабить их следом, погнавшись. Да? Вот элементарно, да? Это наша подлость на подлость, склонность. Вот тебе слово, а ты 10 в ответ погнать. Понимаете? Ты не умолчишь. А один сказал, тебе надо съязвить и на его яд еще добавить яду. Это везде происходит. Муж с женой ссорится, вот гад подключается у них. И вот она ему 3 слова, он ей 10, он ей 2, она ему 25. И начинается склока, соседки на лавочке, в магазине. Вот возьмите все передачи. А вот вы тра-ля-ля, украинцы такие. А вот вы такие, а вот вы тра-ля-ля, тра-ля-ля. Почему? Потому что вот сфера «я», вот у них вот, они на эту волну попали, и у них вот эти гадости, поэтому это гадство. Язык мой, враг мой, да, черти на кончике языка танцуют. Вот она наша. Теперь Ассир. Пища Ассира будет изобильно. Он будет поставлять лакомства, достойные царского стола. Царский стол, кто в нас правит? Эго. И вот чтобы ублажить это эго, что мы, чревоугодие и излишество, роскошь, это склонность наша во всем вот больше, чтобы у нас, я не знаю, вся жизнь ради холодильника и унитаза, ради перины и ради 3-этажного дома. Вот это как раз вот это наша, да, склонность нашего ума, нашего я, да, а я фамилия нашего ума. Теперь нефалим. Это склонность к самовыражению. Но когда все это ограничено, мы самовыражаемся в творчестве. Тянет нас стихи писать, музыку писать, в искусстве, там в изобразительном каком-то. Но сегодня как? Если это не ограничивается, да, какими-то рамками разума, да, у нас сегодня самовыражение. Он сидит голым, забил свою мошонку Красной площади, он выражается. Потом голым он там завернулся в колючую проволоку, инсталляция, и он говорит, вот, посмотрите, это высокое творчество, понимаете? Сегодня вот это селфи, бесконечно самовыражение, вот нужно выразить. И вот мне как-то говорят, вот какие дети, вот они там вот сейчас все снимаются, лайки там, вот они, даже там мать попросила, вот лайкните мою дочку, а то она сейчас там повесится, таблетки выпьет, да, и сама 100 раз педалит, и все, и вот эти лайки. Я говорю, подождите, да когда компьютеров не было, маленькую девочку нарядили, бантики одели, ай-яй-яй, что она сделала? Она лайки собирает. Женщина вышла, глаза накрасила, короткая юбка, губы, наладилась она куда-то. Что она делает? И идет, лайки собирает. И она идет и переживает, еще компьютеров не было, ничего не было. Да? Она идет, заботится, мужики меня лайкают или нет? Или они там штабелями лежат, она переживает, тоже же лайки собирает. Мужики, как раньше, машину наворотами сделают, магнитофон включат, тоже идет, чтобы его лайкнули. Так это склонность нашего ума к этому. Просто сейчас она ярко выражена через вот эти лайки. Да всю жизнь люди ходили, собирали. Как царь беспокоится, как он выглядит, хорошо или плохо. Лайки собирают все. Это склонность нашего ума, это склонность нашего я к вот этим лайкам, к самовыражениям. Теперь дальше идет Вениамин. Это вот уже особый уровень. Во-первых, надо сказать, что Яков был женат. Он у Лавана работал 7 лет за Рахиль, которую он любил. Но в ночь, когда ему должны были Рахиль отдать старшую замуж, дочь он подложил ему старшую Лию. Он еще 7 лет работает для того, чтобы ему в жены отдали Рахиль. Это же суть, это не женитьба, ничего, это духовная практика. Потому что верхнюю сферу души, если душу тоже разделить на 3 части, одна становится, наше «я» — это плотская душа, это хам. Потом идет материальная сфера, душа материальная, и как бы духовная душа, да, то, что символизирует. Так вот, почему Бог, увидев, что он любит Рахиль, он закрывает ей утробу. И Ревека была с закрытой утробой, и Сара была, потому что они не как женщины, они как сферы вот, материального сознания, да, вот в ковчеге. Да. И вот
Первое, да, почему у него Лия рожает первой. Вот она Рувима, Симеона родила, потом она дала служанкам. Вот это все, почему их служанками называют. Вот любимая Рахиль ему рожает вот этих первых двух, Иосифа и Вениамина. Остальное все это служанки. Потому что это более низшая сфера, это не духовная. И, как правило, даже когда мы к духовному стремимся, мы всегда говорим: Господи, подожди, вот сейчас школу закончу, институт закончу, дом построю, там карьеру сделаю, соберу. У нас эта сфера сознания плодоносит. Вот сейчас кто сделал вот это, она плодоносит, а верхняя, то, что почему и Сара не плодоносит. То есть наша сфера духовная, она не плодоносит. Пока мы, вот не преодолевая каждую вот эту свою склонность, мы не поднимаемся до вот этого уровня. Но теперь что происходит? Вот он про Вениамина говорит, да? Вениамин прожорливый волк. Утром он пожирает добычу, вечером делит награбленное добро. Отрицательно отзывается о нем. Вот это как раз склонность, она всем присуща. Склонность к духовному знанию, к мистике. И вот мы, дойдя до этого уровня, это первичная как бы попытка познать духовное. Мы не ограничиваемся. Вот как раз проблема того, что мы не поднимаемся на следующий, вот это приводит к тому, что мы замыкаем. Вот отсюда, когда дальше нет ухода, да, развития, да, она возвращается. Почему религиозный человек может там, террористические акты совершать? Почему вот там говорят, да, что он религиозный, ИГИЛ, да, они там секс-рабынь взяли и там все. И говорят: вот вам женщины, и там будут вам женщины. То есть через что? Через похоть, через гнев, через насилие, да, через вот это все. То есть это все сфера, да, это можно назвать имитация духовности. И вот всякий человек, который только через «я» понимает религию, он, собственно, достигает этого уровня, и все, дальше он не проходит, понимаете? И вот только последний Иосиф, да, Иосиф. Почему, вот мы сейчас вернемся, в корне слова Иосиф, что? Сиф. Это Сиф, это тот, когда Каин убил Авеля, вместо него, я потом остановлюсь на нем, да? Иосиф это примерно, что я есть Сиф. Исполняющий обязанности Сифа. Да, исполняющий обязанности Сифа, вот вы правильно его. Ну, я имею в виду суть, не то, что буквально, а именно суть. Вот исполняющий обязанности Сифа, да? Так вот, что он говорит? Он говорит: Иосиф плодородная виноградная лоза. А лоза это кто? Христос, правильно? Это сфера нашего подсознания, она тянется. То есть лоза же должна откуда-то от виноградника идти, да, который Бог посадил. И вот она тянется, наше подсознание. Это плодородная виноградная лоза близ источника. То есть она источником Бог является, да? Чьи ветви поднимаются по стене, не опускаются, по стене поднимаются. Это наше знание, которое поднимается вверх, духовная сфера раскрывается, да? С ожесточением лучники нападали на него, они стреляли в него со враждой. Как только человек поднимается к чему-то это, и житейская суета долбить начинает. И кого только не возьмите, житие святых, как только они поднимались. Вот кто такой святой? Святой это который превзошел свое «я». Все, он уже не отождествляет. Святой лечит любовью. Вот что такое эликсир жизни? Любовь. На самом деле простой человек от «я», он не может любить. Вот обычно, обычный житейский такой пример. Если два «я» соединяются, но не становятся одним целым, они так и остаются два «я». Когда одним целым, мы говорили раньше, они душа в душу жили. Вот поэтому сегодня очень много разводов. Конечно. Люди женятся, через месяц разводятся, да? И таких случаев очень участилось. Потому что «я» живет по принципу. Вот, допустим, простой пример, муж с женой. Как бы «я» мужа говорит: у меня есть система представлений, ты должна делать так, как я скажу, как я думаю, разделять со мной. Она стоит и говорит: нет, подожди, а у меня тоже своя система представлений. И вот два «я» начинается семейный бокс, потом разводы, разделы имущества. Точно так же между двумя «я» друзей, так называемых. Они не друзья. Если бы они вместе стали одним целым, они бы друзья были. А так они временные приятели, которые во врагов легко превращаются. Также муж и жена. Также неважно, любые наши отношения через «я», они даже в государственном масштабе, когда мы все остаемся «я». Вот когда говорят о свободе, да, требуют-то свободы не душе человека, не разуму, а свободу «я». А «я» это эго.
наш. То есть свободу эгоизма требуется. Поэтому чего мы удивляемся, если сегодня, да, там уже и не то что гей-парады, и браки, и усыновления, и уже какой-то третий пол придумали. Вот если мы в этом направлении, как мы говорим еще жизненные ценности, о чем вы говорите? Какие жизненные ценности? Это пороки человеческие. Свободу порокам требует. Я не удивлюсь, если вот этот алгоритм продолжится, да, то лет через 30 не 8-месячного поросенка буду кушать, а 8-месячного ребенка. Зажарят и скажут, а это мое самовыражение. Ну сегодня уже в Голландии педофилию узаконили. Педофилию. Ну тогда они каннибализм. Ну это так вот самовыражение, это мои права, вы не имеете. И мы будем, мы если с этим согласились, подождите, мы дальше согласимся вообще со всем остальным. Потому что этому уже, у нас же нет вот этой границы, знаете, которая останавливает, она бы двигалась, да. И вот почему сказано, да, Иосиф, вот эти все склонности, что братья его продали куда? В египетском рабстве он был. И вот он находился там по библейской символике, если вы помните, да, он находясь, сначала его братья продают в рабство. Они его хотели убить, но Иуда сказал, может, не будем его убивать. А отец ему хорошую одежду купил, как бы. Символика одежды, то есть это тот уровень знания, да, вот обогащался. Отец купил одежду, читал, изучал что-то, да, и начало пробуждаться я. Все остальные стали недовольны. Они его продают в рабство. Он попадает к начальнику охраны фараона. Фараон символизирует эго, да, начальник охраны ум символически. И вот он сидит в тюрьме. И теперь жена начальника охраны вожделеет его, потому что это уровень, сказано, Иосиф красивый был. И она начинает приставать. А потом, когда ее застали, она его обвиняет в изнасилии, его сажают в тюрьму. Иосиф сидит в тюрьме символически. И вот к нему в один день попадает хлебодар и виночерпий. И они вместе с ним сидят в тюрьме. Фараон разгневался и их бросил туда. И вот почему говорят сны Иосифа, это такой библейский сюжет. О чем он говорит? Сны — это сфера, он проникал в сферу подсознания, он слышал, соответственно, голос Бога. И в один день им обоим приснился сон. И хлебодар говорит, мне сегодня приснился сон. 3 короба хлеба я напек, на плечах, на голове я понес их фараону, говорит. Но, говорит, птицы налетели, вороны налетели и начали клевать. И он говорит, не я, но Бог тебе растолкует сон. 3 дня, говорит, 3 короба — это 3 дня. Через 3 дня тебя фараон поднимет, обезглавит, посадит на кол, и место, которое было вместо головы, его будут клевать вороны. Виночерпий говорит, а виночерпий вино, виноградник вино, то есть это тот, что духовное томление у нас вызывает. Он говорит, тоже говорит, я вышел, говорит, и 3 ветви винограда, я снял 3 грозди, выжал вино и подал фараону. Он говорит, и твои, говорит, 3 ветви, говорит, виноградные, это 3 дня, через 3 дня тебя фараон поднимет, и ты до конца дней будешь подавать ему чашу с вином. Здесь вообще нет буквального смысла. И вот что это означает? В каждом из нас, когда у нас наша вот это как раз склонность к истине, к постижению истины. Вот эта склонность к постижению истины сидит в тюрьме, и в этот момент каждого, вот с одной стороны, да, мы хотим вроде как виночерпие, духовный вот этот нектар испробовать, вот о чем-то думать, но хлебодар, подожди ты, надо сейчас купить машину, надо обновить вот здесь, надо дом перестроить, надо ресторан построить, надо туда, все, надо. А фараон-то символизирует и ум, и эго, да, и вот оно ему, вот и он томится просто. И вот в один день, ну условно, я на себя экстраполирую, в один день, когда они меня достали, этот к Богу тянет, как у Ревекки, да, у нее, значит, сыновья, один в сторону кабака, другой в сторону синагоги. И вот тоже меня тянет туда-сюда. В один момент я крикнул и их просто посадил. Потом что получилось? Я поднял своего хлебодара, отрубил ему голову, сказал, все, хватит мне вот это вот купить, продать, построить, карьеру, все, хватит. Неужели я не умру когда-то? А виночерпия поднял, сказал, вот теперь ты мне вот назидай, рассказывай, и я буду вот этой пищей питаться. Это вино, символическое вино. И вот мы, вот как раз вот это пробуждение Иосифа. Иосифу что, да, когда потом фараону снятся сны.
Фараон обеспокоился какому, и, значит, во сне 7 тучных коров исходят из Нила, выходят, и они начинают, значит, щипать траву, и следом выходят 7 тощих коров. И эти 7 тощих коров пожирают тучных коров. Потом, значит, 7 колосьев, жирных, налитых спелых колосьев, и 7 тощих колосьев, и они снимают, как бы, убивают тех, да, то есть поглощают. И тогда, когда Иосиф символическому виночерпию растолковал сон, он ему сказал: ты будешь рядом с фараоном, напомни ему, что я ни за что сижу в тюрьме. А когда у нас хорошо, мы забываем, виночерпий забыл. Но когда фараон, это все символика, приглашает магов, чародеев, растолковать сон, ему никто не может растолковать сон, и только тогда виночерпий вспоминает об Иосифе. И он рассказал фараону, фараон его призвал к себе, и он ему говорит: за 7 тучными годами вас постигнет 7 лет разрухи. И если ты не создашь запасы, да, по 20% каждый год, которые помогут продержаться тебе следующие 7 лет, да, вот. И тогда фараон, значит, растолковал ему сон, он его сделал правителем земли Египта и надел перстень власти. Вот это тот случай, когда наше «я», вот когда наш рассудок, да, входит в полное подчинение. Теперь он уже не змей, вот он, извилистый, да, а он становится посохом. Вот когда все склонности подчиняются, понимаете? Когда начинает наш Иосиф, это та высшая степень человеческого рассудка, которая приравнивается к разуму, которого символизирует Сив. Да? И вот это становится посохом. Мы управляем всеми своими склонностями. А наши склонности — это источник наших бесконечных желаний. Будда сказал, что причина всех бед человечества — желание. Хочу, я не хочу, мне надо, мне не надо. Вот. Все он подавил и стал управлять своими желаниями и чувствами. Соответственно, умом, соответственно, покорил свое «я». Понимаете? Пока не придет тот, кому он принадлежит по праву. Теперь мы о чем говорим? Вот когда города запасов, и там сказано в Библии, Пифом и Рамсес построил 2 города запасов. На самом деле, здесь такая глубокая символика, и она в исламе. В исламе она детерминируется очень хорошо, в шариате исламском. Понимаете? Что не все время, да, должны мы только бежать вот к этим склонностям. Мы должны подходить вот сюда, а вот это 5-кратный намаз, это омовение, это садака, да, это как бы пост месяц Рамазан, это посещение Мекки, да, то есть мы должны достигнуть в жизни, да, один раз достигнуть вот этого уровня. Вот мы идем, да, жизнь нас ломает, никто не говорит, что жить легко, но мы должны прийти сюда. Потому что, понимаете, не так страшна смерть, как страшно быть неподготовленным к смерти. Если мы всю жизнь будем вот, сегодня гнев, похоть, все, смена впечатлений, завтра мы, в общем, как блуждаем, то вопрос, а что вы будете делать? Особенно первые 40 дней после смерти. И вот вы поняли, да? Вот я сейчас, Миша, вот тебе, ты вот говоришь атеист. Ты не атеист, ты не можешь быть. Твое «я» может называть себя атеистом или кем-то. Просто, как тебе сказать, есть понятие маловерия. Ну не отрицаешь, что Бога нет. Но и в то же время ты не подчинен каким-то обрядам религиозным. Марат, у меня один вопрос возник, да? Вот что касается Вениамина, в Бытие говорится о том, что ты волк. Да, говорит, ты прожорливый волк. Да, ты пожираешь это, а потом вечером, говорит, делишься. Вот это разъясните, что он хотел этим сказать. А вот условно, да, я взял Коран, да, или там Библию, да, я прочитал, да, и практически украл. А потом это я ограбил, потому что от «я» подошел, от своего эго подошел. А потом делю награбленное. Я посадил пасту и им рассказываю. Рассказываю сказки о родословиях, рассказываю сказки о том, что джихад надо делать, что джихад, что кафира надо искать на стороне, что там кто-то, иудеи не такие, христиане там некрасивые, там туда-сюда. Вот это как раз и этот есть уровень. Мы доходим, говорим о нравственности. Ведь это нравственно, это примерно так. Это посыл, но это нравственно состоящееся на языке. Только на кончике языка. Это духовно состоящееся на кончике языка. Это наша болтовня, да. Вот сейчас посмотрите, сколько сект.
По телевизору включит, аллилуйя, аллилуйя, бегает, кричит, Господь призывает, я вас научу деньги делать. Как ты научишь деньги делать? Это вот самое глупейшее, там, вот книги продаются, прям, я не знаю, да, там реклама, да, вот мы научим вас призывать деньги. Ты о чем вообще говоришь? Вот это как раз есть. Доходят, учат какой-то духовности, а на самом деле волк пожирающий, волк в овечьей шкуре, вот как написано, да? Это и есть волки в овечьей шкуре. К сожалению, сегодня это 99%. В нашей стране уже раздолбали и свидетели Иеговы Иисуса Христа церковь. О чем? Я же ходил, я слушал. О чем они болтают? Просто я выносил оттуда. Я выносил и говорил, болтовня, болтовня, болтовня. Сплошная болтовня. Я ходил, в традиционной церкви, в том же мечети и в этом, по крайней мере, там есть плюс. Во-первых, текст Писания, да, берегут, по крайней мере, не искажают. И второе, шариат. Ведь мы потом еще поговорим о шариате, да. Каждое вероучение имеет свой шариат. Это обряды, традиции, ритуалы, которые не следует нарушать. Не надо вмешиваться в чужие шариат, но они, по крайней мере, учат благочестию, отношению вот этих между собой, вот этих я, единению какому-то, понимаете? Но сегодня все равно это как бы символически называем, революция в религии должна произойти. То есть мы должны на новую ступень, это куда земля обетованная, да, мы как раз выходим со сферы вот этого и должны прийти к пониманию единения вот этого всего, пониманию всех религиозных источников как одного источника знания. Они же приходят с одного источника подсознания. И вот сейчас, когда вот если хотя бы на просторах бывшего Советского Союза поймут, потому что умрут все. И вопрос тогда, кем ты был? Я? Неважно там. Почему мусульмане говорят, да, что когда человек становится мусульманином, он перестает быть там коммунистом там, или там, по национальности делиться. Потому что никто не говорит, что не надо делиться, да, но вопрос во всем мира. Патриотизм досюда он полезен, допустим, да, сдержанный патриотизм. Дальше это начинается нацизм, шовинизм и прочее, и прочее. Поэтому вот когда говорят «я мусульманин» в исламе, подразумевается уже, вы идите с одной, для Бога нет национальности, для «я» есть национальность, для Бога нет национальности, понимаете? Мурат, давайте на этом сегодняшнюю передачу мы завершим, так как время подошло к концу, уважаемые телезрители. Сегодня мы с Муратом Мусабаевым обсуждали вот, о сущности человека, вот, о тех вот 12 черт, которые в нас в самих оно заложено. Мы говорили о священных писаниях, что подразумевало. До следующих встреч. До свидания.